Как готовились к новому учебному году детские сады и школы Абхазии? Как много первоклашек впервые переступят порог учебных заведений? Какие методические находки будут реализовываться в новом учебном процессе? На эти и другие темы будем говорить с Хиблой Шамба, первым заместителем министра просвещения Абхазии. Здравствуйте, Хибла Гивьевна. Здравствуйте. В первую очередь хочу поздравить всех с сегодняшним праздником, Днем признания независимости Республики Абхазия. И пожелать всем мира и добра, и благополучия. В этом учебном году свои двери для почти 29 тысяч учеников откроют 152 школы. Это, в общем, по стране, но если говорить так, в основном это 40 городских школ и 112 сельских школ. И еще это Абхазский лицей-интернат, и Гагарский лицей-интернат, и Калдахварский и Тамышские интернаты. И более 3900 учителей встретят своих подопечных в этих школах. Вот цифры интересные, да. А вот если как бы сравнить, какая динамика? Больше сейчас первоклашек, меньше будет сейчас первоклашек? Вот есть ли такие сейчас данные я вам могу сказать только на этот учебный год, на начало этого учебного года, только предварительные данные. Это более 2000 детей. И в прошлом году, ситуация около тоже более 2000 детей. Особо большой разницы пока я не вижу, если проводить статистику. А в все-таки больше или меньше? В этом году, мне кажется, меньше детей было в первый класс. Но это пока предварительные. Точные данные у нас уже будут в сентябре. В Сухуми, конечно, большее количество детей идут в первый класс. Например, около 717 детей. Сухумский район 33, Гудаута 402, Гагра 423, Ткварчал 115, Гал 187, Очимчира 178. Это городские школы? Да, нет, это по районам? По районам тоже, да. Это пока, опять-таки, говорю, предварительно. Еще может, количество, незначительно. Незначительно может измениться, да. Как прошло вообще лето? Наверняка были какие-то этапы подготовки к новому учебному процессу. Вот какие этапы прошли, скажем так, наши школы, наши педагоги под руководством Министерства просвещения? То есть это были наверняка какие-то ремонты, может, какие-то программные вещи, да, которые касаются учебного процесса. Вот какие были этапы? Работа, конечно, велась, активная. Летом отдыхают дети, а представители образования, они практически не отдыхают. В первую очередь Минпрос занимался такими направлениями, как улучшение материально-технической базы школ. По возможности какие-то ремонтные работы проводились в некоторых школах. Естественно, и различные беседы с представителями школ, и руководства школ, и самих учителей, директоров, и начальниками управлений и так далее. Разные семинары по всем предметам для того, чтобы обозначить какие-то проблемы, какие-то задачи на будущий учебный год. Обсуждение со специалистами учебного плана и воспитательной работы обязательно. Различного рода методическая помощь вплоть до тематических планов по разным предметам. То есть эта вся работа, велась в течение всего лета. Для воспитателей детских садов в этом году, сейчас и сегодня тоже там проходят в Очимчирах организованы такие тренинги, мастер-классы, по работе с детьми немножечко с ограниченными возможностями, можно так сказать, и умственными, и физическими. Что это за мероприятие такое? Идут как семинары, да, мастер-классы? Да, семинары. Кто преподает? Да, это ассоциация логопедов наша, и с помощью организовывает это Министерство просвещения, там специалисты привлечены из России, и наши местные специалисты. Очень активная работа ведется. И что хочу сказать, что этот семинар не просто так, он назрел
Когда мы вызывали к себе представителей разных районов, именно представителей дошкольных учреждений, именно они сделали запрос, что им необходима консультация и помощь в работе с такими вот детьми. Это и очень важно, конечно. Да, сразу же откликнулись и ассоциация логопедов, и наш Минпрос, и мы совместно организовали выездной семинар, тренинг, там мастер-классы, там разного вида работы детские ведутся. сады как бы особая тема. Тем не менее, хотелось бы узнать о ситуации, скажем так, в дошкольных учебных учреждениях, как для них сложится новый учебный год. Есть ли места, есть ли очереди, что происходит, какая ситуация? Что касается, раньше такой был ажиотаж в детские сады, сейчас немножечко ситуация выровнялась, такого наплыва, чтобы сказать, в определенные детские сады, переполненные и так далее. Сейчас немножечко уже урегулировали этот вопрос, как-то более распределены дети по всем садам более равномерно. Это потому что, наверное, все-таки и количество детей уменьшилось, да. Только хотела сказать. Это, с одной стороны, немножечко нежелательный момент. Да, нам хочется, чтобы детей было... Да, демографическая ситуация, конечно, не радует, но так что в садах ситуация в этом году более-менее такая спокойная. Еще много частных детских садов работает. Да, этот момент тоже надо учитывать, что и частные детские сады, родители предпочитают иногда в частные отдавать, чем в государственные. Моменты тоже наверное, есть какие-то причины. Причины разные, да. Не все наши детские сады в достаточно хорошем состоянии, хотя над этим много работают и стараются. Уже многие сады приведены в порядок, и действительно очень красочные, очень красивые, отремонтированные детские сады. И тем не менее, в них тоже не так много детей. В некоторых, допустим, на Новом районе Улыбка, огромный детский сад, великолепный, с прекрасным ремонтом. Такой заполняемости. Мало детей. Нет. Да. Это тоже, меньше. конечно, меньше, чем в обычные другие годы. Если продолжим тему со школами, вы упомянули о том, что представители Министерства просвещения очень много общались с директорами школ, методистами, педагогами и так далее. Какие вопросы у них были, скажем так, да? Вы хотели как раз, видимо, и узнать, да, какие проблемы в той или иной школе. Какая ситуация по школам? Что одинаково, скажем так, проблемно для всех, что, допустим, где-то может быть лучше и не представляет собой такой трудноразрешимого вопроса? Одинаковая ситуация во всех районах, и в том числе и в городах, это нехватка кадров. Очень остро стоит этот вопрос перед Министерством просвещения, нехватка кадров, особенно физики, химики, биологи. Теперь уже и учителя русского языка стали в дефиците. То есть нехватка очень. А математики вообще на вес золота. Такая ситуация. Это общая проблема для всех школ, для всех районов и даже городские. В городских ситуация, конечно, получше, но все-таки наращивается эта проблема. Уходят люди со школы, с садов. Тяжело им работать. Вообще... Вы тоже педагог с большим стажем, со званиями. И скажите, каков ваш взгляд на эту проблему, скажем, кадровый? Почему мы к этому пришли? Хотя у нас есть и педагогический факультет, да, и много абитуриентов уезжает в Россию, тоже обучаются. В чем проблема? Как это изменить? В части нехватки педагогов проблема большая. Но... Потому что престиж самой профессии педагога, он очень упал. И это проблема не только Министерства просвещения, а вообще всего государства нашего. И ее надо решать вместе, всем нам вместе. И как эту проблему решить,
мы должны обсудить. У нас намечается еще такое заседание, на котором мы будем обсуждать эти все проблемы и ставить вопросы перед государством нашим. Будем просить о помощи и так далее. Поднимать престиж педагога нужно. Ну, в этом году, конечно, заработная плата – это не последний вопрос в этом направлении, но не всегда это о зарплате речь. Очень большой объем работы, дети изменились, родители стали немножко напористее, можно сказать. То есть давление на учителя идет со всех сторон, а престижа у него нет. То есть вот много проблем. И над этим мы, конечно, будем работать обязательно. Ну, кстати говоря, о престиже, как бы это и предполагает высокий профессионализм, да, педагогов. И вот в этой сфере вы упомянули уже, что какие-то семинары идут, какие-то совместные проекты, очень много, да, в сфере по обмену с Министерством просвещения Российской Федерации происходит вещей. Но и вот хотелось бы узнать о том, как вот этот опыт все-таки вы считаете уже влияет, имеет ли сейчас это место, вот это влияние? Конечно, вот у нас идет педагог, он периодически повышает квалификацию. Обязательно, это у нас правило. В этом направлении нам помогает наш Абхазский государственный университет в первую очередь. Нам помогает еще Северо-Кавказский федеральный университет и Армавирский государственный университет. Вот у нас вот в этих трех направлениях идут работы. И постоянно, когда у нас запросы на определенные какие-то темы, там, предметы, мы делаем запросы вот в эти вот структуры, в наш университет и в Российский университет и Российской Федерации, и нам идут на помощь, и это очень помогает учителям. Ведь иногда бывает, что учитель, он не растет. Остается вот как бы на одном уровне, и это уже становится неинтересно детям. И вот тут на помощь идут категорически нельзя, потому что это такая современная всегда должна быть профессия. И в этом плане вот эти курсы повышения квалификации, конечно, немножко бодрят учителей, дают им уверенности, расширяют их кругозор, учат их пользоваться различными современными технологиями, что необходимо уже в современной школе, и помогают им быть интересным детям. Вот я иногда, вернее, мы, иногда беседуем с педагогами из районов, в частности, вот ездили в Артек, вот там центр обучения как раз для учителей, там со всей России были, и наши педагоги были. И многие говорили о каких-то методических находках, и даже пытаются где-то что-то внедрять. Вот эти истории, насколько до вас, во-первых, вы в курсе этого, что пытаются какие-то методические находки использовать в своей работе педагоги, и насколько это приветствуется, и, может быть, какой-то опыт стоит как бы более расширять? Над этим тоже ведется работа. Мы думаем над этим обязательно, конечно, что какие-то новые, какие-то программы вводить, но вводить какую-то программу, не изучив ее, это тоже неправильно. Сперва мы должны сами ее изучить, а потом уже вводить. Какие-то приемы, какие-то приемы, конечно. Я сама была педагогом, мы всегда ездили на курсы повышения квалификации, и обязательно что-то все это использовалось на практике, в работе. Это правильно, это нормально. Ради этого все и делается. Естественно, педагог из этих всяких повышений курсов квалификации пустым прийти в класс не может. Он чем-то наполняется, и всегда это дает хороший результат. Но в Минпросе отмечают для себя какую-то креативность в работе педагогов, которые, допустим, посетили тот же Артек? Конечно.
ну, человек зажигается, импульс для него такой, ему становится интересно, и это все притворять в реальную жизнь, в свою рабочую программу, конечно, обязательно. Это видно сразу. Человек, который прошел курсы, он всегда что-то новое внесет в свой класс. Там не свою только работу. курсы, там такой большой обмен. Да, работы много разных видов и так далее, по воспитательной части. И все это сразу видно по работе педагога обязательно. Это увидят и родители, и дети, и руководители школы, и мы все. Как в этом году будете обходиться без таких ценных кадров, как математик? Как им разорваться, вот этим педагогам, которые у нас штучно, скажем так, в каких-то школах представлены? Да, у них будет большая нагрузка. Мы ищем в поисках, да, обращаемся в наш университет и в различные структуры, где бывшие математики уходят куда-то в другую сферу, обращаемся, пытаемся как-то привлекать, ну, или часы распределяются на тех педагогов, которые остались все-таки в школе. Ну, сложная ситуация. А что говорят о зарплате в этом году для учителей? Заработная плата идет сейчас по пунктам, можно сказать. Вот вы прекрасно знаете, что представители Российской Федерации изъявили желание добавить учителям русского языка 5000 рублей. Ну и в то же время наш президент сделал свое заявление о том, что учителя абхазского тоже получат доплату 5000 рублей. Это уже одна сторона. Сейчас мы уже запланировано добавление за классное руководство уже. Насколько значительно? 1000 рублей пока так. Это же бюджет нашей страны. Мы потихонечку будем осваивать. Планируется еще добавление за исправление тетрадей. Пока еще мы не зафиксировали сумму, но это тоже планируется. Пока еще не заложено, но в ближайшее время этот вопрос тоже будет решаться. То есть так поступенчато, понемножечку мы пытаемся помочь педагогу. Будет ли что-то меняться в учебном процессе в этом году? Учебный процесс, он, в принципе, останется неизменным. Также все уроки, как положено, будут проходить по 45 минут и так далее. Что-то программы, может, какие-то меняются? Пока еще в этих программах у нас есть несколько вариантов, мы просматриваем, что там будем рассматривать, но пока еще это все в процессе новшеств таких . Это будет в качестве эксперимента во время учебного года, возможно, потихоньку пробовать. Да, где-то какие-то у нас есть подведомственная школа, где-то мы что-то там опробуем, где-то в садах что-то. В садах уже еще с прошлого и позапрошлого года идет новая программа у них. Они уже год отработали по ней. Сейчас плодотворно продолжается. Уже в чем там новшество? У них новая программа. И я сейчас честно вам скажу, так прям глубоко не вникала, пока у меня времени не было на это. Прошу это вырезать. Хорошо, да. Хорошо. Угу. Что касается специализированных классов, да, таких, допустим, в первой школе сейчас должен в этом году впервые, да, открыться медицинский класс. Как, скажем так, это, наверное, большая предыстория, мы несколько лет уже об этом говорили. Что вы ожидаете, скажем, от этого проекта? Какие еще школы, в каких направлениях предполагаете, что должны заработать? Пока еще это класс специализированный, он для тех, кто планирует поступить в медицинские вузы. Вы прекрасно знаете, что все дети, которые планируют поступать в медвузы, они нанимают репетиторов и так далее, платят огромные суммы. И в помощь таким детям, которые очень
талантливые в этом направлении, вот будет этот класс, где будут вот эти медицинские специальности усиленно изучаться, и параллельно обычные все предметы, как и во всех школах. Но вот именно в медицинском направлении предметы там химия, биология, это все будет более углубленное. Педагоги есть? Да, педагоги прекрасные, опытные, знающие, и я думаю... То есть там специально педагоги приводились, у них своя зарплата и так далее? Ну, у них зарплата как у всех? Как и у всех учителей. Обычная зарплата, ничего. То есть персонал тоже подбирался достаточно продолжительное время? Да. Подбирались опытные, такие знающие учителя. Насколько вы считаете, вот этот проект может поменять эту ситуацию, когда родители постоянно ищут репетиторов, платят деньги, немалые деньги, особенно там в выпускных классах и так далее? Я думаю, что это даст свои результаты обязательно хорошие, и дети благополучно поступят в вузы, ну, и с учетом того, что они будут добросовестно учиться, выполнять все задания педагога. Как в этом году? Есть ли ажиотаж? Сложности сейчас с поступлением какие-то? Может, кто-то нервничает, хотел бы, чтобы ребенок поступил, или же... Вот какая ситуация? В смысле, вот в этот класс именно? Да, ну, в этот класс уже приняли 8 детей. Приблизительно около 15 человек может быть в этом классе, не более, чтобы более была плодотворная работа. И сейчас уже принято 8 человек, и, естественно, с ними проводились беседы. Их не просто так, вот какая-то база у них должна быть уже. И вот теперь они уже будут свои знания наращивать вот в этом классе более углубленно. Какие-то классы еще будут открываться в этой школе или, может быть, в других школах, может быть, по другим направлениям? Ну, мы планируем сейчас классы именно вот по предметно, ничего такого пока не планируется, нам не хватает специалистов, но мы хотим вот такую задачу поставить перед правительством Республики Абхазия в целях улучшения государственного языка. Хотим организовать в детских садах такие классы, где дети будут применять аудиопрослушивание. Вот мы просматривали несколько таких методов, как улучшить качество абхазского языка, чтобы обучение абхазского языка. И вот мы пришли к выводу, что вот именно аудиопрослушивание различных текстов на абхазском языке – это самый эффективный способ, и будем ставить этот вопрос, и очень надеемся на то, что у нас это получится. Ну, наверняка нужно оборудование какое-то. Да, мы знаем, конечно, что для медицинского класса там было приобреталось очень долго оборудование и так далее. И сейчас мы тоже планируем это оборудование, вот все, я думаю, нам пойдут навстречу, поймут, что это очень важно. Еще один план такой вот, наверняка вы тоже о нем слышали, внедрение в школы наставника. Институт такой наставничества, да, наставник. Да, наставник. У нас уже конкурс уже начался на этот конкурс. Конкурс уже начался. Мы регистрируем людей вот на нашем сайте. Они будут вводиться в школы как помощь директору и помощь воспитателям. И это наша мечта. Они будут претворять в жизнь наши абхазские традиции, нашу культуру, нашу самобытность. Ну, посмотрим, как все это будет воплощаться. Мы надеемся, что это очень будет успешный проект, потому что действительно
какая необходимость есть в таком специалисте, на мой взгляд. Я напомню, что мы говорили с Хиблой Шампо, первым заместителем министра просвещения Абхазии. Мы говорили о том, как готовились к новому учебному году школы, детские сады Абхазии, как много первоклашек впервые переступят пороги школы. Также какие методические находки будут реализовываться в ходе учебного процесса. Благодарю вас. Спасибо.